Всем доброго здоровья, друзья и коллеги. Моему возмущению нет предела. Город закрытый, центр. Я работаю в торговле, торговым представителем. Машины никуда не пропускают. То есть выехать можно, заехать обратно невозможно. Говорят, оставляй машину, бросай ее. Я говорю, кто будет отвечать за, если что случится с автомобилем? На что они пожимают плечами? Ну иди, говорит, ставь на платную стоянку. Хорошо, вы мне денег дайте, я поставлю на платную стоянку. Я и работаю, чтобы заработать на пропитание семьи своей. У меня 2-летняя дочь, жена по последних сроках беременности и старенькая мама. Я один-единственный снабженец. Мало того, что вы так не даете официально работать, хотя у меня все документы и все как положено, есть печатели, потому что я имею право полное передвигаться по городу. То есть, как понимаете, это, наверное, плохо видно, но, как понимаете, это просто бумажка. И все, она ничего мне в городе не дает. То есть я выехал из города, обратно я уже вернуться не могу. Хотя я предоставляю магазинам продукты питания, то есть не пускают поставщиков, не пускают машин даже с медикаментами. Сегодня я с этим столкнулся, я выкладываю это видео до этого в Инстаграм. Просто возмущению моему нет предела. Уважаемое правительство, ответьте, как мне кормить мою семью? Как тысячам кыргызстанцев прожить сейчас в это время, которые полностью лишились какого-то дохода или заработка? То есть раньше можно было подшабашить такси, но вы и это убрали. Еще и пытаетесь штрафовать за это. Я вообще вас не понимаю, уважаемые государства. Уважаемый Сооронбай Шарипович, обратите на это внимание, обратите внимание на простых смертных, которые не знают, как выжить, не то что жить, как выжить. Они боятся не вируса сейчас, а боятся, что их семьи голодные, холодные остались. Тысячи кыргызстанцев не могут кормить своих детей. Единственный человек, который работает, это мужчина, который как-то зарабатывал, пускай кто в такси, кто как-то. Сейчас вы этого лишили заработка. Я понимаю, что вас это как бы мало волнует, мы простые смертные, но я прошу вас, пожалуйста, обратите на это внимание. Помогите нам, дайте, пожалуйста, свободу работы, дайте работу. Я не прошу у вас денег, не прошу у вас каких-то подаяний, дайте просто свободное передвижение по городу, дайте людям работать. Люди реально умрут от голода, а не от коронавируса. Сейчас нет, даже не коронавируса люди боятся, а боятся голода. Отдельное спасибо хочу сказать медработникам нашим. Вам низкий поклон, что вы остались на страже здоровья нашего. Да. Благодарю вас искренне за это. Прошу правительства помочь медикам. Они тоже холодные, голодные, не могут ни домой доехать, ни из дома доехать. Везде всяческие препоны. Уважаемое правительство, я не знаю, сколько это может продолжаться. Вы думайте о людях, пожалуйста. Просто я возмущен до предела. Мне нечем кормить свою семью, мне нечем обеспечивать своих детей. Я не могу купить элементарно памперсы. Что происходит вообще? Ответьте мне, пожалуйста. Как мне жить дальше? Как тысячам кыргызстанцев жить дальше? На что им жить? На что? Если они лишены всего, абсолютно всего, любого дохода.